Конкурс для вокалиста – это прежде всего отличная возможность заявить о себе. Так, в Чувашском государственном институте культуры состоялась пресс-конференция, посвященная первому открытому всероссийскому конкурсу оперных певцов «Голоса над Волгой». Мероприятие проводит Союз театральных деятелей Чувашии при поддержке Министерства культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашии и Союза театральных деятелей России. Конкурс объединил певцов из Москвы, Новосибирска, Барнаула, Красноярска, Омска, Самары, Саратова, Нижнего Новгорода, Казани, а также из Китая и Узбекистана. Чебоксары тоже представят более 15 молодых талантов. Все они будут соревноваться за звание лучших. Так что для любого артиста это еще один шаг на пути к успеху. Очень часто, певцы, когда начинают петь, они еще не готовы для конкурсов, а когда конкурсы уже прошли, певец готов как раз дозревает. Особенно низкие голоса, басы, меццо-сопрано, они позже развиваются, поэтому, конечно, им сложнее попасть на конкурс и как-то себя презентовать правильно. И я думаю, что очень хорошо, что конкурс в Чебоксарах, потому что все театры на Волге, они имеют большие, хорошие труппы, где много молодежи сейчас, и надо давать возможность молодежи развиваться просто. Потому что конкурс – это всегда развитие, конкурс – это шаг вперед для любого певца. Именно так на музыкальном небосклоне и зажигаются новые звезды. Мечта становится еще ближе. А пока вокалисты репетируют, чтобы радовать жюри и зрителей. Всего на электронную почту конкурса было прислано более 160 заявок из всех уголков страны. Выступать будут как солисты музыкальных театров, так и студенты вузов, которые только начинают свой творческий путь. Вы знаете, мы смотрели в основном на то, что человек уже успел сделать. Спел какие-то премьеры для солистов, смог что-то показать интересное. А для студентов, естественно, что они где-то уже участвовали в каких-то конкурсах, что-то показывали, в каких-то кастингах были, потому что кастингов сейчас тоже очень много. Очень много интересных постановок, и режиссеры хотят поработать, и это очень важно. Когда мы встречаемся все вместе и говорим о том, какое вообще образование мы даем, в принципе, певцам. Широкое или не очень, где-то хорошо работают режиссеры вместе с певцами, где-то менее. Сейчас это очень трудно, конечно. Музыка – это универсальный язык, понятный каждому из нас. Голос – это уникальный инструмент человеческой души, способный передать любые эмоции. Но вдохновение – это нечто иррациональное и неуловимое. Это особое состояние свободы и готовность создавать что-то новое. Лауреаты конкурса получат возможность выступить в заключительном гала-концерте на сцене Чувашской государственной филармонии. Это станет настоящим открытием. Также билеты доступны по Пушкинской карте.